Вы смотрите актуальное интервью на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Глава Якутии Айсан Николаев подписал указ о стратегических направлениях укрепления здоровья жителей республики. 2021-2030 годы объявлены в регионе десятилетием здоровья. По словам Айсана Николаева, за эти годы республика должна войти в число регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. Усилия властей будут направлены на создание благоприятной и здоровой среды для жизни якутян, повышение качества и доступности медицинской помощи. Все эти направления подробно прописаны в указе. Конкретные задачи поставлены перед органами власти, учреждениями здравоохранения и учеными. Об этом мы поговорим сегодня с гостем нашей студии. Это Иван Иванов, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Иван Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Собственно, в начале беседы о указе, как Центральная больница номер 2, Республиканская больница номер 2 собирается этот указ выполнять. Прежде всего, хочу сказать, что указ стратегический, и он показывает те направления работы, которыми нам предстоит двигаться в ближайшие 10 лет, приоритетные направления. Там достаточно большой перечень направлений. Это и развитие профилактических и специализированных методов оказания медицинской помощи на всех этапах. Это и развитие специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, что непосредственно касается Республиканской больницы номер 2. Это и развитие реабилитации, санаторно-курортного лечения, цифровизация здравоохранения и так далее, и так далее. То есть очень достаточно много пунктов, они достаточно объемные, которые под собой будут подразумевать большую работу и Министерства здравоохранения, и больниц в целом. Что касается Республиканской больницы номер 2, здесь несколько пунктов, в которых мы непосредственно участвуем. Это специализированная высокотехнологичная медицинская помощь. Я думаю, что здесь будет подразумеваться это внедрение новых методов лечения, а также совершенствование и увеличение объемов оказания существующих на сегодняшний день высокотехнологичных методов лечения. Помимо прочего, это реабилитация. У нас стационар по большей части хирургический, и работники здравоохранения прекрасно об этом знают, потому что реабилитация должна начинаться с реанимационной койки и заканчиваться уже дома у пациента. Соответственно, это 3 этапа реабилитации, которые необходимо развивать по самым разным видам и нозологиям заболеваний. Скажите, а чтобы наиболее эффективно эти указы выполнять, нужно ли какое-то переобустройство больницы или хватит тех мощностей, тех наработок, которые есть сейчас? В рамках указа также имеется пункт, где выстроены наиболее приоритетные объекты, строительство которых будет предусмотрено до 2030 года, в том числе, и этот пункт коснулся и Республиканской больницы номер 2, это строительство приемного отделения скорой медицинской помощи. Почему именно приемного отделения скорой медицинской помощи? Мы все прекрасно понимаем, что приемное отделение — это как в театре. Театр начинается с вешалки, больница начинается с приемного отделения. Здание Республиканской больницы номер 2 — это здание 1981 года постройки, еще советского периода, и современным требованиям оно отвечает не везде. Что касается приемного отделения, то, наверное, нет такого жителя в городе, который бы когда-либо не побывал в приемном отделении. По сути, это простой коридор, где пациенты, поступившие по скорой медицинской помощи, получают диагностические мероприятия, различные лечебные процедуры и так далее. По новым критериям у нас должно быть разделение потоков. Это на пациентов в удовлетворительном состоянии, на пациентов в неотложной форме и пациентов в тяжелых и крайне тяжелых состояниях. Строительство и, соответственно, это здание будет включать в себя койки реанимации, порядка 8 коек реанимации. Это койки для неотложных пациентов, на которых они могут пребывать до 3 суток, а также все диагностическое оборудование, которое необходимо, помимо, может быть, тяжелого оборудования, но методика сводится к тому, что не пациент к оборудованию будет двигаться, а оборудование будет двигаться к пациенту. Это позволит ускорить процесс диагностики, лечения, оказания каких-то экстренных мероприятий, когда время идет уже не на минуты, даже на секунды. Соответственно, повысит качество оказания медицинской помощи, снизит летальность как последствие. Центр экстренной медицинской помощи — это то учреждение, где базируется региональный сосудистый центр, это там базируется травмцентр. И эта достаточно тяжелая категория больных двигается именно в нашу больницу, Центр экстренной медицинской помощи, и приемное отделение должно отвечать этим требованиям. Айсан Сергеевич услышал наши просьбы, и, соответственно, в указ этот пристрой, это здание, оно вошло. А примерно в какие сроки будет? До 2024 года. До 2024. То есть достаточно скоро. Как вы считаете, что должно измениться в практической медицине, чтобы достичь показателей
указанных в указе, и какие это показатели, кроме увеличения долголетия? Ну, вообще основным критерием это, конечно же, средняя продолжительность жизни. Да? Вот. Но помимо этого есть еще и такие понятия, как качество жизни. Поэтому именно, например, в указе говорится о реабилитации, развитии реабилитации. Это и онкоскрининг на наиболее распространенные онкологические заболевания, причем в указе написано, что он должен охватывать все население республики. Это даже диспансеризация, профилактические осмотры, которые к 2022 году должны достигнуть 100%. Вот. Это все эти мероприятия, ну, помимо прочих, да, они направлены на то, чтобы наиболее в ранний период времени выявить заболевание, если оно есть, и, соответственно, начать лечение. Чем раньше мы выявляем заболевание, тем, соответственно, быстрее можно его победить, вероятность выздоровления намного выше становится, соответственно, степень инвалидизации снижается и так далее, и так далее. То есть все завязано именно на этом. Помимо прочего, это и формирование ответственного отношения к своему здоровью. Прежде всего, это основной фактор. Во многих странах мира к этому пришли очень давно. Вот, почему-то мы надеемся на то, что наш организм будет прощать нам наши какие-то ошибки, может быть, в питании, в вредных привычках и так далее. Но когда это происходит, как правило, бывает уже поздно. Вот, поэтому мы должны уже, по сути, с пеленок уже заботиться о своем здоровье. Заботиться о своем здоровье — это я не говорю о том, чтобы бегать по поликлиникам, да, в поисках каких-то заболеваний. Это именно следить за собой, следить за своим питанием, следить за своей жизнью и так далее. Потому что организм — это вещь сложная, у каждого организм свой. Вот, кто-то, ну, не знаю, там, употребляя алкоголь какое-то время, может еще там, да, прожить относительно здоровым человеком, кому-то хватит там совсем немного. Вот поэтому здесь все индивидуально для каждого. Именно поэтому речь там и в указе шла о профилактической персонализированных методах диагностики и лечения на всех этапах лечения пациента. Вот именно эти моменты, они должны влиять. Также это в указе имеются указания о физическом спорте, о приверженности молодого поколения, старшего поколения именно к спорту, потому что динамия, наш сидячий образ жизни, они, конечно, тоже являются одним из факторов риска по многим заболеваниям. Но в то же время последние победы якутских спортсменов все-таки, мне кажется, мотивируют молодежь к занятию спортом в последнее время очень-таки активно. На последнем заседании оперативного штаба заместитель министра здравоохранения сказал, что возможно усиление ограничительных мер в ряде муниципальных образований в связи с небольшим ростом заболеваемости COVID-19. Апрель — это год, чуть больше года, как мы живем уже в условиях пандемии. Как в это время работала республиканская больница номер 2, как справились, скажем так, какие отделения закрывались, какие работали в плановом режиме и как обстановка выглядит сейчас? Все ли работает как часики? Первый пациент у нас появился 23 апреля. Уже в марте месяце мы издали приказ об реорганизации нашей больницы, создании инфекционного отделения для того, чтобы не делать это, когда больной нам уже поступит. Мы должны быть готовы к поступлению первого пациента, и, соответственно, эту работу мы в марте месяце провели. Я считаю, что больница выстояла достойно. За все время работы в таких сложных условиях мы не закрыли ни одно отделение. Наши функции не брало ни одна больница. Мы прекрасно понимали, и весь коллектив это понимал, о том, что взять ту нагрузку, которую несет на себе республиканская больница номер 2, будет просто невозможно другому медицинскому учреждению, поэтому были приняты все необходимые меры для того, чтобы этого не допустить. Да, конечно, были моменты, когда все-таки больные с коронавирусом поступали к нам. Да. Через нас прошло порядка 900 больных с коронавирусом. Хочу заметить, что мы не участвуем в маршрутизации лечения больных с коронавирусом, но тем не менее эти больные продолжают травмироваться, у них есть хронические заболевания, у них происходят инсульты, инфаркты и так далее. Они поступают в наше учреждение, мы диагностируем у них новую коронавирусную инфекцию, соответственно, они переводятся в вновь созданное инфекционное отделение, которое работает до сих пор. Вот, поэтому различных мероприятий внутри больницы было проведено очень много, но вот могу привести маленький пример. Это нагрузка, которая упала на нашу рентген-службу, например. Да? Как оказалось, поступающие пациенты зачастую не имеют клинических проявлений новой коронавирусной инфекции. Но на компьютерной томографии в ряде случаев можно заподозрить новую коронавирусную инфекцию раньше, чем есть клинические проявления. Поэтому мною лично, нашим руководством больницы было принято решение всех пациентов, поступающих в наш стационар,
проводить через компьютерный томограф, что, собственно говоря, происходит до сих пор. И нагрузка, конечно же, на наших рентгенологов, она увеличилась просто в разы, с 25 пациентов в сутки на один аппарат до 100 с лишним пациентов. И это, конечно, большой труд. Также надо заметить, что республиканская больница номер 2 – это не инфекционный стационар. Поэтому нам приходилось создавать санпропускники, проводить кислород, учитывая, что были тяжелые пациенты, создавать новые отделения реанимации в этих помещениях и так далее, и так далее. То есть очень большая работа была проведена. И, в общем-то, к появлению первых больных, если какие-то у нас и были трудности в самом начале, то потом мы их очень быстро нивелировали. Коллектив, центр экстренной медицинской помощи, он привык так работать. И поэтому достаточно легко было переформатировать работу на новый лад. И, собственно говоря, сейчас уже мы не испытываем каких-либо трудностей, не испытываем уже давно их. В части поступления больных, их лечения, их диагностики, оперативного лечения и так далее. По вашим наблюдениям, скажите, как изменилось в последнее время отношение людей к своему здоровью, в частности, что показывает ежегодная диспансеризация? Я могу высказать только свое мнение, наверное, потому что республиканская больница номер 2 не участвует в этапах диспансеризации. Но, тем не менее, как бывший руководитель Центральной районной больницы, мы активно проводили диспансеризацию населения. Конечно, сейчас видно, если раньше как-то приходилось рекламировать диспансеризацию, привлекать людей, то сейчас ощущается то, что люди уже понимают, хотят и идут в поликлиники для прохождения диспансеризации. По-настоящему нет необходимости полного сканирования организма по всем видам диагностических процедур, которые есть в медицине, их тысячи. Достаточно основной перечень анализов, исследований провести, которые именно прописаны для того, чтобы уже либо заподозрить, либо выявить это заболевание, соответственно, пациента уже направить к тому иному специалисту для того, чтобы дальше он уже получал лечение. Это достаточно важный фактор, он применяется во всем мире. Я надеюсь, что мы в дальнейшем продолжим эту работу. И указание на то, что охват должен быть стопроцентный, это по-настоящему очень хорошо. У нас очень много людей, которые в силу каких-то своих личных особенностей не обращают внимания на те или иные изменения, пока уже в тяжелом состоянии не поступят в медицинскую организацию. Поэтому этих пациентов, конечно же, нужно вылавливать, их нужно уже ставить на диспансерный учет, следить за ними и, соответственно, уже предупреждать, скажем так, ранние обострения этого заболевания и так далее. Главное, чтобы все были здоровы. Да. Иван Сергеевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». И в гостях у нас был Иван Иванов, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Обязательно берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.